Здравствуйте, мои дорогие ученики! Я рада снова приветствовать вас в своем уроке. Начинаем следующий урок информатики. Приготовьте все свои необходимые учебные принадлежности и поудобнее расположитесь у экрана. Надеюсь, наш урок будет познавательным, увлекательным и интересным. Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, увидишь ли ты мою улыбку или увижу ли я твою. Ведь важнее не то, что мы видим, куда важнее то, что мы чувствуем. В ходе занятия будем оценивать свои знания баллами. При выполнении заданий за каждый правильный ответ вставляем себе 1 балл. Для начала давайте вспомним и повторим наши пройденные темы. Мы с вами закончили изучение темы моделирования и формализация. С помощью следующих тестовых заданий проверим свои знания. Первый вопрос. Что называют имитационным моделированием? Метод исследования, связанный с вычислительной техникой, современная технология исследования объектов, изучение физических явлений и процессов с помощью компьютерных моделей, реализация математической модели в виде программного средства. Проверим правильный ответ. Правильным ответом является изучение физических явлений и процессов с помощью компьютерных моделей. Следующий вопрос. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для выставления ему оценки за контрольную работу по информатике. Варианты. Первое. Наличие домашнего компьютера. Второе. Количество правильно выполненных заданий. Третье. Время, затраченное на выполнение контрольной работы. Четвертое. Средний балл за предшествующие уроки информатики. Если хорошенько подумали, да, правильным ответом является количество правильно выполненных заданий. Следующий вопрос. Модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных таблиц, специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования, называются: первое. Математическими моделями. Второе. Компьютерными моделями. Третье. Имитационными моделями. Четвертое. Экономическими моделями. Правильным ответом является первое. Математические модели. Следующий вопрос. Что такое компьютерная информационная модель? Первое. Представление объекта в виде теста на некотором искусственном языке, доступном в компьютерной обработке. Второе. Совокупность информации, характеризующая свойства и состояние объекта, а также взаимосвязь с внешним миром. Третье. Модель в мысленной или разговорной форме, реализованная на компьютере. Четвертое. Метод исследования, связанный с вычислительной техникой. Тогда проверяем свои ответы с моим. Правильным ответом является третье. Модель в мысленной или разговорной форме, реализованная на компьютере. Следующий вопрос. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описан в виде. Варианты. Первое. Математической модели. Второе. Табличной модели. Третье. Натурной модели. И четвертое. Иерархической модели. Правильным ответом является математической модель. Надеюсь, ваши ответы были правильными. Тема сегодняшнего урока – информационное общество. Человечество неотвратимо вступает в информационную эпоху. Мы с вами тоже причастны к этому процессу. Вот поэтому, практически завершая курс информатики средней школы, мы приступаем к изучению главы, которая называется «Информатизация общества». Сегодня мы рассмотрим два вопроса: информационное общество и информационная культура. В цели нашего урока вы сегодня узнаете, что такое информационное общество и информационные ресурсы, этап развития информационного общества. Вы будете развивать умение делать выводы и обобщения. Будете стараться воспитать в себе бережное отношение к работе с информацией, внимательность. Никому не секрет, что окружающий нас мир состоит из веществ, материй, информации. Давайте рассмотрим эти понятия поглубже. Что такое вещество? Все вокруг состоит из малюсеньких частиц, которые не видны человеческому глазу, элементарных частиц, атомов, молекул. А все
макротела, к которым относятся люди, животные и растения, галактика планет и звезд, часть Вселенной. Вещества – это все то, что окружает нас. Вода, земля, воздух, горы, деревья, различные предметы и мы сами. Что такое энергия? Энергия – это то, что приводит наш мир в движение. Ученые научились применять энергию на благо, что послужило толчком к развитию техники, использующей или преобразовывающей энергию из одного вида в другой. Альберт Эйнштейн, один из знаменитых ученых, физик, вывел знаменитую формулу, связывающую вещество и материю. А теперь, что такое информация? Чтобы получить более яркий ответ, рассмотрим информационные революции. В истории человеческого общества несколько раз происходили радикальные изменения в информационной области, которые можно назвать информационными революциями. Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась возможность передачи знаний от поколения к поколению. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других, достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить Древний Египет, страны Междуречия, Китай. Позднее переход к алфавитному способу письма сделал письменность более доступной и способствовал смещению центров цивилизации Европы. Вторая вызвана изобретением книгопечати, которое радикально изменило и индустриальное общество, культуру, организацию деятельности. Третье обусловлено изобретением электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Четвертое связано с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных, информационные коммуникации. Так что же такое информация? Информация – это сведения об окружающем мире и процессах в нем происходящих. А что такое информатика? Информатика – это наука о методах и способах сбора, хранения, обработки, передачи информации с помощью средств вычислительной техники. Информатика включает 4 части. Теоретическая информатика, средства информатизации, информационные технологии и социальная информатика. О чем мы сегодня будем говорить? Развитие компьютерной техники и информационных технологий послужило толчком к развитию общества, построенного на использовании различной информации и получившего название информационного общества. На экране вы видите схему развития общества. Информатизация общества – это комплекс мер, направленных на обеспечение человека получением необходимой информации. Это написано в Законе Кыргызской Республики об информации, информатизации и защите информации от 30 сентября 1999 года. Информационное общество – это общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и обменом информации. Рассмотрим критерии информационного общества. Какое общество мы можем сказать информационное? Первое – наличие компьютеров. Второе – уровень развития компьютерных сетей. Третье – доля населения, занятого в информационной сфере. И четвертое – доля населения, использующего информационные технологии в своей повседневной деятельности. Вся деятельность человека связана с различными действиями с информацией и помогает ему в этом разнообразные технические устройства. Информационная культура. Культура человека определяется знаниями, умениями, профессиональными навыками, уровнем интеллектуального, эстетического и нравственного развития, способами и формами взаимного общения людей, характером его профессиональной и творческой деятельности. Информационная культура человека – это умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения
обработки и передачи компьютерной информационной технологии, современные технические средства, методы. Появление информационной культуры. В навыках использования технических устройств от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей. Умение извлекать информацию из различных источников и эффективно использовать. Умение работать с различной информацией. Владеть информацией – это умение добывать ее, систематизировать и классифицировать, разумно и качественно, ее использовать, обладать культурной тактичностью. Давайте теперь закрепим свои знания. С вами рассмотрим виды информационной деятельности человека. В первом столбике даны области деятельности, во втором – профессии, в третьем – все технические средства, в последнем – информационные ресурсы. В первом примере областью деятельности является средство массовой информации. Ими занимаются журналисты, используют телевидение, радио, телекоммуникации, компьютеры, компьютерные сети. А информационными ресурсами их являются интернет, электронная почта, библиотеки, архивы. Во втором областью деятельности является почта, телеграф, телефония. Профессия – служащие инженеры. Технические средства. Традиционный транспорт, телеграф, телефонные сети, компьютерные сети. Информационные ресурсы, базы данных. Область деятельности – наука. А профессии являются ученые. Техническими средствами, которые они пользуются, телекоммуникации, компьютеры, компьютерные сети. Информационными ресурсами являются библиотеки, архивы, базы данных, интернет. Следующая область деятельности – техника. Профессия – это инженеры. Технические средства, которые пользуются телекоммуникации, компьютерные сети. А информационными ресурсами являются библиотеки, патенты, базы данных, экспертные системы, интернет. В следующем задании в пропущенных местах вы сами должны запомнить. В первом – данная область деятельности, профессия и информационные ресурсы. Смотря на это, вы должны сами угадать, какими техническими средствами пользуются менеджеры. Во втором – данная профессия, технические средства и информационные ресурсы. Учитывая все это, вы должны отгадать область деятельности. В третьем – данная область деятельности, технические средства и информационные ресурсы. Обобщая все эти данные, вы должны найти пропущенные слова. Если вы уже продумали, нашли все эти слова, давайте сопоставьте с моими ответами. Первое. Область деятельности управления. Профессиями, конечно, являются менеджеры, а техническими средствами являются информационные системы, телекоммуникации, персональные компьютеры, компьютерные сети. Информационными ресурсами являются базы данных, экспертные системы. Во втором, где профессия является преподавателем, это, конечно, область деятельности образования. Они используют информационные системы, телекоммуникации, персональные компьютеры, компьютерные сети. А информационными ресурсами являются библиотеки, интернет. В третьем, где является область деятельности искусства, конечно же, это писатели, художники, музыканты, дизайнеры. Они используют персональные компьютеры и устройства ввода-вывода и отображения информации, аудио- и видеосистемы, системы мультимедиа, телекоммуникации, компьютерные сети. Информационными ресурсами являются библиотеки, музеи, интернет. Если ваши ответы были правильными, за каждый правильный ответ вы поставьте себе 1 балл. Если все ваши собранные баллы были выше 5, поздравляю, вы хорошо усвоили сегодняшний урок. Давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Мы с вами сегодня рассмотрели, что такое информационное общество, узнали этапы информационной революции, познакомились с критериями информационного общества и видами информационной деятельности человека. Мы живем в 21 веке, значит, мы живем в информационном обществе. Каким оно будет, это зависит от нас. Домашнее задание – выучить этап развития информационного общества и его характерные черты.
знать определение информационного общества, уметь приводить примеры проявления информационной культуры и написать сообщение о применении компьютера в медицине. И ответы вы можете отправить мне по электронной почте, которую вы видите на своем экране, или же вы можете отправить по мессенджерам на мой номер, который вы видите в своем экране. Знание – это настоящее сокровище, а умение учиться – это золотой ключ к нему. На этом наш урок закончен. Желаю вам, чтобы вы всегда имели сокровища и, конечно, золотой ключ к нему. Спасибо за внимание и до скорой встречи в следующих уроках.